На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел инцидент с применением оружия. По последним данным, с кыргызской стороны пострадали 15 человек, с таджикской стороны сообщается об одном убитом. Из пограничного села Ахсай Баткенского района в безопасное место было эвакуировано 315 человек. Они размещены в здании лицея в городе Баткене и в палатках, установленных на стадионе. Под руководством заместителя полпреда правительства создан специальный штаб, работают соответствующие службы. Как сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Баткенской области, в результате конфликта в больницу доставлено 15 человек, 12 из них получили огнестрельные ранения. Среди пострадавших есть сотрудник милиции и пограничник. Подразделения ГПС переведены на усиленный вариант несения службы. Движение на автодороге из Фара-Варух приостановлено. Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана, а также представители правоохранительных органов и местных органов власти сторон проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации, сообщили в ГПС. В Баткенскую область вылетел председатель пограничной службы Уларбек Шаршеев. Вице-премьер-министр Джинич Разаков рассказал, что сиитуация остается сложной. Состоится ли запланированная ранее встреча президентов Кыргызстана и Таджикистана на этой территории, не могу пока сказать, отметил он. 22 июля в 17:20 на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия. Причиной конфликта послужила установка флагштога жителями села Варух на въезде в село. Жители села Аксай выступили против установки флагштога, в связи с чем произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие. Стрельба велась гражданскими лицами из охотничьих ружей. Согласно предварительным данным Госпогранслужбы, 5 человек получили ранения. Но в Баткенской области в больнице всего доставлено 8 человек. УВД Баткенской области возбудила уголовное дело по факту конфликта на кыргызско-таджикской границе. По данным милиции проводится досудебное разбирательство. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Отмечается, что сотрудники УВД Баткенского района проводят усиленную разъяснительную работу среди населения. Кыргызстанку задержали по громкому делу о продаже органов в Казахстане. По данным СМИ, в схеме, по которой работала иностранная компания, врачи были казахстанские, реципиенты израильские, а доноры – кыргызстанские и таджикистанские. В рамках громкого уголовного дела о продаже органов в Республике Казахстан задержана гражданка Кыргызстана. Отмечается, что женщина была переводчиком у доноров. Ее взяли под стражу вместе с Ганней Куттымуратовым, известным казахстанским врачом, которого подозревают в черной трансплантологии. В интервью телеканалу «Астана ТВ» адвокат Куттымуратова сообщил: правоохранители полагают, что Куттымуратов взял вознаграждение за проведение операции. Я думаю, при проведении операции у него не было цели именно изъять органы и ткани живого человека, упаковать в контейнер и куда-нибудь отправить. Операции проводились с соблюдением всех требований, в том числе юридических, сказал юрист. Договор заключили в 2017 году, когда Куттымуратов еще возглавлял профильное отделение Национального центра онкологии и трансплантологии. По словам его коллеги, трансплантолог лично провел иностранцам около 20 операций по пересадке органов. Заведующая сектором управления Государственной налоговой службы по Исыкатинскому району Чуйской области вымогала деньги за невмешательство в бизнес предпринимательницы. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями. По ее данным, 19 июля 2019 года в ГСБ обратилась индивидуальный предприниматель. Она рассказала, что сотрудница налоговой службы длительное время вымогает 200 тысяч сомов якобы за спокойное ведение бизнеса. В случае отказа пугало проведение необоснованных проверок со стороны различных органов и неоднократно угрожала расправой. Заявление зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статье 326 «Вымогательство взятки Уголовного кодекса Кыргызской республики». Состояние здоровья предпринимательницы ухудшилось, она легла в больницу. 20 июля в одной из клиник Канта при получении взятки в 1,8 тысячи долларов с поличными пойманы заведующая сектором управления Государственной налоговой службы по Исыкатинскому району Чуйской области и ее дочь. Задержанные выдворены в СИЗО номер 1 Бишкека, отметили в ГСБЭП. Власти Китая в первом полугодии 2019 года привлекли к ответственности за коррупционные и дисциплинарные правонарушения 254 тысячи чиновников, в их числе 20 высокопоставленных госслужащих, говорится в докладе Центральной комиссии по проверке дисциплины и Государственного комитета по надзору. Китай в 2019 году продолжает активную борьбу с коррупцией, которую нынешнее руководство считает одним из главных препятствий на пути к достижению основных целей развития, к примеру, создания среднезажиточного общества и полного искоренения нищеты.
России. В первом полугодии 2019 года соответствующие контролирующие дисциплинарные органы по всей стране получили 1,5 миллиона жалоб и доносов, осуществили более 168 тысяч бесед и письменных запросов, завели свыше 350 тысяч дел, распорядились принять меры в отношении 254 тысяч человек, из которых 215 тысяч получили партийные взыскания, говорится в документе. В прошлом году наказание за коррупционные преступления получили 620 тысяч человек, в том числе 51 чиновник министерства уровня и уровня руководства провинции. Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти председателя КНР Си Цзиньпиня. С тех пор 1,5 миллиона чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию. Ну, приглашают друзья на пару дней. Бывший президент Алмазбек Атамбаев заявил, что уже в эту среду, возможно, вылетит в Москву. Об этом он сообщил сегодня, когда вышел к своим сторонникам во двор дома в селе Койташ. Возможно, в среду полечу, но откуда, как и во сколько улетим, решит приглашающая сторона. Улечу ненадолго, на 2 дня, сказал Атамбаев. Один из журналистов спросил, кто пригласил его в Москву. Бывший глава государства отметил, что не спросил у них, можно ли говорить об этом открыто. После Атамбаева спросили, что он будет делать, если его не впустят обратно в Кыргызстан, если будут такие указания. Мало ли что дадут указания, это же Кыргызстан, а не какой-то колхоз. Я в любом случае приеду на родину, сказал экс-президент. Атамбаев также прокомментировал сегодняшний визит заместителя министра внутренних дел Мирлана Канеметова и следователей в его дом. Напомним, экс-главе страны прислали 3 повестки с требованием явиться на допрос в МВД в качестве свидетеля по делу Азиза Батукаева. Сегодня представители министерства хотели допросить бывшего президента на дому, но их не впустили на территорию. Повестки сразу передаются моему представителю, адвокату Сергею Слесареву. Я сам заинтересован в том, чтобы афера с Батукаевым раскрылась. Буду ждать решения Конституционной палаты о лишении меня статуса, но попросил Слесарева подумать над тем, как мы можем помочь следствию. Если юристы дадут добро, я смогу ответить на вопросы следователей письменно, сообщил Атамбаев. Он добавил, что его поездка в Москву может способствовать ходу следствия. Но мне же надо как бы продумать так, чтобы я обязательно мог вернуться. Конкурсный отбор в новое управление патрульной милиции не прошли 61 работник МВД. Такие данные приводят в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения. Ведомство опубликовало список тех, кто не прошел последний этап собеседования. Всего в нем 102 человека. Среди них есть и действующие сотрудники правоохранительных органов, и те, кто никогда не работал в системе. Отметим, что в том числе не прошедшие конкурс оказались начальник управления обеспечения безопасности дорожного движения Бишкека Шайрбек Буконов и его заместитель Мирлан Чалубаев. Кыргызстанский спортсмен Чингиз Иманалиев выиграл золотую медаль чемпионата Евразии по конным видам спорта. Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, турнир прошел с 17-21 июля в Москве при участии спортсменов из Кыргызстана, которые вели борьбу за медали по выездке и дистанционным конным пробегам. Чингиз Иманалиев принимал участие в пробеге на 120 километров и стал победителем, выиграв золотую медаль. Еще одну золотую медаль в состязаниях выиграл Камиль Сабитов. В Казахстане силачка Дарья Нестерова протащила 17-тонный грузовик. Как сообщает «Спутник Казахстан», раньше спортсменка сдвигала с места 7-тонный внедорожник и 22-тонный трамвай с 50 пассажирами. Дарья Нестерова – чемпионка мира и Азии по пауэрлифтингу, а также чемпионка Азии по жиму лежа. В социальной сети появилась фотография космического корабля «Союз МС-13», летящего в небе над Бишкеком. Снимок опубликован на странице в Facebook, информирующей любителей астрономии об интересных явлениях. В описании указано, что фотография сделана в районе Бишкека, а ее автор Владимир Зеленский. «Потрясающая медуза от вчерашнего пуска ракеты носителя «Союз ФГ», гласит подпись к фото. Космический корабль стартовал с Байконура в 19:28, 22:38 по бишкекскому времени в субботу. Пользователи соцсетей в шутку обсуждали, что это инопланетяне. На корабле на Международную космическую станцию прибыли россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Парматино и американец Эндрю Морган. Они присоединились к россиянину Алексею Овчинину, американцам Нику Хейгу и Кристине Кук. В
Кыргызстане наблюдается увеличение численности редких видов краснокнижных и перелетных птиц на охраняемых природных территориях. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Ведомство отмечает, что ежегодно в Кыргызстане прилетают более 350 перелетных редких диких птиц. Сотрудники ведомства постоянно проводят разъяснительные работы с местными жителями, призывая их к бережному отношению к окружающей среде, растительному и животному миру, а также ведут учеты и наблюдения за увеличением или уменьшением тех или иных видов диких птиц и животных. В настоящее время в Кыргызстане обитают более 400 видов редких диких птиц, из них 57 видов занесены в Красную книгу Кыргызстана. Прогноз погоды на 24 июля. В Чуйской области ночью плюс 18, плюс 23, днем 31-36 градусов тепла. В Таласской области ночью плюс 17, плюс 22, днем 33-35, выше нуля. В Баткенской области днем плюс 19, плюс 24, ночью плюс 33, плюс 38. В Вольской области ночью плюс 19, плюс 24, днем плюс 33, плюс 38. В Иссык-Кульской области ночью плюс 13, плюс 18, днем 24-29, выше нуля. В Нарынской области ночью плюс 10, плюс 15, днем 25-30 градусов тепла. В Джалалабадской области ночью плюс 19, плюс 24, днем 34-36, выше нуля. В Бишкеке ночью плюс 21, плюс 23, днем 34-36 со знаком плюс.